أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья, наша тема сегодняшняя такая про Фудаиль бин Аяд. Фудаиль сын Аяда. Кто он был? Он был самый опасный бандит в свое время. Самый опасный. В селах и в городах, где бы он не был, там все уже людям страх появлялся из-за него. Если слышит, он где-то переселился, уже все, даже от него боялись. Простые люди, женщины, дети и даже правители боялись, говорит. Настолько такой опасный человек был. Даже детей пугали, говорит. Вот сейчас Фудаиль перейдет, дети даже боялись. Настолько его имя было распространено среди всех, что он такой опасный человек. Но что превращается человек, когда Аллах его выбирает? Пророк, алейхиссалату вассалам, очень часто делал дуа: Аллахумма я мукаллибаль кулуб, саббит кальби аля дини. О Аллах, который сердца превращает и утверди мой иман в твоем пути, говорит. Даже пророк, алейхиссалам, просил, говорит, чтобы он остался всегда хорошим. Нет гарантии никому, что он всегда останется хорошим. И нет гарантии никому, что он всегда останется плохим. Поэтому большие имамы, которые познали Аллаха, они говорили, говорит, «Лау сахирту мин кальбин, лахашиту ан ухауаля кальбан». Если я буду издеваться над собакой, я боюсь, говорит, что Аллах меня превратит в собаку. Настолько в исламе издевательство человека не посчитать, не оценить, вот это нельзя. Как бы он ни грешил, надо ненавидеть грех, а не того человека, который он совершает грех. Его надо жалеть, этого человека, он больной человек. Поэтому однажды, когда привели пьяного человека для наказания, некоторые сподвижники начали, говорит, проклинать этого человека. Говорит. Ну, столько можно тебе вот каждый раз наказывать, а ты опять пьешь. Тогда пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: не проклинайте его, говорит. Запретил проклинать. И сказал, сам посланник Аллаха свидетельствовал, что этот человек иннаху юхиббуллаха ва расулаху. Он любит Аллаха и посланника, говорит. А то, что грешит человек, это не значит, он не любит Аллаха. Грешит, там шайтан не оставляет, нафс не оставляет, тренировка над собой слабый. Но человек в сердце, когда есть чуть-чуть иман, это может другим пророк, алейхиссалам, даже не свидетельствовал. Когда пророк свидетельствует, это уже большой грамота для него, что он любит Аллаха и посланника. Аллах своих рабов любит, да, не спорим, всех Аллах любит. Если не любил бы, не кормил бы, не давал бы воду, не дал бы здоровье. А мы любим Аллаха, это большой вопрос. Мы не знаем, думаем, мы любим или не любим. Думаем, мы любим. Вот этот Фудаиль, он был такой бандит, молодой. Чем он занимался? Он нападал на караваны. И правительство объявило, говорит, это временно Аббасият был. Розыск про него. И большая награда, кто придет с его головой, живой или мертвый. Вот имам Газали, рахимахуллах, про этого человека говорит, он был, говорит, в свое время самый лучший, говорит, не было, говорит, на него богобоязности. Вот его, какой он стал крепким иманом, от зухта, от дунья, вот отошел, говорит. Настолько он показал, говорит, свою искреннюю таубу. А мы в прошлый джума говорили, для искренней тауба нужно, как вот условия посчитали. Вот это нам живой образец, пример, как бывает искренний кающий человек. Что у него меняется. И этот человек однажды услышал, кто-то читает один аят. Мы всегда говорим, чтобы у человека иман, чтобы было, не обязательно ему сотни хадисы читать, сотни лекций слушать. Аллах, у кого иман есть, он один аят хватает иногда. Если Аллах хочет наставить его через это. Он услышал вот этот аят. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Алам я'ни лилладзина аману ан тахша кулубухум лидзикриллах ва ма назала минал хак. Разве не настало время тем людям, которые говорят, мы верим в Аллаха,
Разве не настало очнуться и побояться Аллаха, и не быть похожим тем людям, которые евреям, христианам, которые они отошли от религии на далекие расстояния, и у них их сердца стали твердыми, говорит. Когда мы отходим, отделяемся от мечети, от хороших людей, наши сердца становятся как твердыми, как земля, когда от дождя долгое время не бывает, таким становятся наши сердца. И Аллаху Та'ала говорит, разве не настало им, говорит. «Вакасиру минхум фасикун», и большинство из них фасики, говорит. Много людей, которые говорят, верим в Аллаха, но они лицемерие, говорит. Когда вот этот аят он услышал, этот аят ему проникла в сердце прямо, как молния. И он сказал, говорит, «Я Раб». И сразу он заплакал, и сердце начало дрожать у него, тело весь начало, говорит, дрожать. И сказал, говорит, «Я Аллах, действительно настало мне время очнуться». Один аят. Мы, может, все читаем этот аят, кому-то не влияет. Вот ему, он всю жизнь бандитом жил, но повлияло. Это от Аллаха, это идет от Аллаха. Сейчас сказать, вот этот аят на меня повлияет. Нет, это надо просить Аллаха, чтобы это аят на тебя повлияли. Если не влияет, надо плакать. Потому что Аллах говорит в Коране это, «Иннамаль му'минун алладина иза дукир Аллах», поистине верующие люди истинные, когда напоминает Аллаха, перед ними, говорит, вспоминает Аллаха, их сердца, говорит, боятся Аллаха, говорит. Изменения в сердце бывает, говорит. Их вот, из глаз начинают слезы течь. И он зашел, вышел, когда это аят слушал, и в темноте, куда глаза смотрят, он вышел. И зашел, где дом, старый дом был. И там смотрят, какие-то группы людей сидят, и они между собой говорят. Некоторые говорят, давай пойдем до города, говорят. Другие говорят, нет, не пойдем, говорят. А то здесь есть человек, который его зовут Фудайль. Он очень опасный, говорит. Лучше утром поедем, говорит. Он такой человек, говорит, он не помилует никого, говорит. У него сердце не знает, говорит, чувства милости. Он не боится Аллаха, говорит. Он может, дети, женщины не смотрят, говорит, ни на что. Даже правительство объявил розыск про него, чтобы были опасались от него. Вдруг он увидит, нас все, он от нас заберет и нас убьет, говорит, не пожалеет, говорит, не то, что заберет, даже нас убьет, говорит. И он эти слова он услышал от них. Когда эти слова он слышал, там же заплакал, говорит, и как ребенок начал, говорит, плакать. И сказал, говорит, «Алихазаль хад балагатуян». Неужели до такой уровня дошел ты, Фудай? Настолько испортился. И он потом себя показал им, сказал, «Я Фудайль, я сам Фудайль, который вы боитесь, будьте спокойны». И их взял с собой и довел до куда им надо, до города. И у них попросил, говорит, чтобы они делали ему дуа. Вот человек покаялся. Вот это первый момент слезы. Сердце печалится действительно. И тело начинает мурашки. После этого что он делал? Хочет поехать в Каабу, совершать хадж. И весь путь тоже плачет, просит Аллаха прощения. Но в пути у него такое ощущение, что Аллах его не простит. Только у него вот это. Все равно он просит Аллаха за свои бывшие черные дни, настолько все грехи он совершил. У кого он хак забрал, говорит, и все свидетели этому. И так он дошел до Мекки. Когда в Мекку зашел он, там услышал уже другой аят. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Куль я ибадия аллазина асрафу аля анфусихим. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. О мои рабы, которые совершили чрезмерно грехи. Это аят от Аллаха обращение. لا تقنطوا, не отчаивайтесь от милости Аллаха. Инна Аллаха, Всевышний Аллах, ягфиру зунуба, прощает грехи, не просто грехи, джамиан, все грехи прощает. Аллах подтверждает, что все грехи прощает. Иннаху поистине хуа, Всевышний Аллах, аль-Гафуру, прощающий, ар-Рахиму, милосердный Аллах. Когда этот аят он услышал, у него появилась надежда, что Аллах его тауба принял. Не случайное совпадение, вот он пошел, и это слышит аят. И у него в сердце, как будто холодную воду, когда пьет человек, такой у него, он обрадовался, ему так легко стало. И
он понял, говорит, что Аллах его принял, говорит. И совершал он хадж и вернулся домой. И когда вернулся домой, вот не как некоторые паломники, совершает хадж, опять, когда возвращается, то же самое продолжает. А он что делает? Искренне, кто покаявший человек. Где бы он не совершил грех, какой земле, там пустыня, где он вспоминал, и ходил туда, там сидел, именно там сужда делал и просил Аллаха прощения. Кого он притеснял, ходил к ним домой, у них просил прощения. Если мог возвращать имуществом, то возвращал, или довольство брал у них. Вот так человек даже ночами не спал, говорит, до утра тоже молился. Говорит. К чему это вот? Все, мы видим, все в руках Аллаха. Аллах может один день тебя наставить на правильный путь. Вот сегодня молимся, не дай Аллах, завтра что станет, никто не знает. Поэтому, чтобы человек, конец у него был иманом, чтобы покидать этот дунья, надо, говорит, постоянно просить Аллаха. Аллах, хуснуль хатима, конец Аллах дай, чтобы хорошим был. И к чему это я говорю? Есть у него много мудрые слова, которые от него дошло, что мы знаем, что портит мотор машины, да? Если воду наливать вместо масла или же там фильтр не будет работать, машина ломается. А что ломает наши сердца? Что сделать твердым его от имана? Это он посчитал 3 вещи. Фудайль. Касратуль акли, говорит, когда много кушаешь, говорит. Вакасратуль науми, когда много спишь. Вакасратуль калями, когда много разговариваешь. Вот это 3 вещи. В наше время беда, особенно много еда и много сон, работы мало. И разговор много, действительно, в наше время. И шансов много разговаривать. WhatsApp дома сидишь, раньше дома один сидел, а сейчас дома сидишь, люди не оставляют, хоть ты оставляешь. То пишет, то звонит, что не поднимаешь, и начинает разговор лишний много. Дома сидишь, телевизор смотришь. Это тоже лишний калам. Это не добавка лишний калам, у нас стало лишние взгляды. Лишние взгляды харам перед нами, постоянно дома. Самая вредная вещь для сердца — видеть плохих людей, и когда с ними ты сам тоже бываешь, это еще хуже, говорит. Даже видит от них такой вред. Поэтому, к чему я это говорю, все, настало последние 10 дней месяц Рамадан, 10 дней, когда один ночь в нем есть Лайлатуль Кадр, она лучше, чем 1000 месяцев. 1000 месяцев, это если мы посчитаем, 83 года, еще 3-4 месяца. Вот последние 10 дней, ночь тоже очень короткий, чем просто спать или телевизор смотреть. Аллахи, очень пожалеем перед Аллахом, когда увидим это время, мы просто пропустили телевизор, смотря телевизор или просто общаясь с кем-то. Вот 3-4 часа, кто будешь молиться, вот считай, Аллах тебе 83 года, как будто ты читал Коран или читал салават. А если это время ты смотрел фильм, посчитай, судный день ты увидишь 83 года, Ахмад посмотрел телевизор. Или же он грешил, не дай Аллах. Вот эти ночи, если не можете ибадат совершать, лучше после ночного намаза читал салават чуть-чуть и лучше спи до утреннего намаза. А если ты боишься утренний намаз пропустишь, лучше не спи ночью. Ночной намаз и утренний намаз. Кто будет совершать? Джамааты, в мечети. Он как будто весь ночь оживлял. Пророк, алейхиссалату вассалам, он пророк, и то он не говорил, у меня много хороших деяний, я буду спать. Он сам вставал, жену, семью, всех заставлял вставать эти ночи. И говорил, кто будет оживлять Лайлатуль Кадр, ночь Лайлатуль Кадр иманом, надеясь прощения Аллаха, он будет говорить, как будто новорожденный говорит. Настолько прощения Аллаха в эту ночь. Даже ангел на небесах, настолько все будут на земле окружать, где хорошие люди, маджлисы, зикр. Поэтому дай Аллах нам всем быть вместе. Когда ты просишь дуа за своего брата, ты знай, это время ангелы просят прощения за тебя. Не забывайте просить прощения за своих грешных рабов, братьев, сестер, которые не поняли ислам. Просите их наставления на правильный путь их, и Аллах же наставит вас. Потому что ангел, когда просит, Аллах их дуа отвечает. Аминь, я Аллах. Дай Аллах нам провести этот месяц Рамазан иманом и прощением Аллаха. Вальхамдулиллахи Раббил Аламин.
سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم. سنخوض معاركنا معهم